Добрый день, дорогие друзья! Чем сегодня актуальна бурятская литература? Так звучит тема сегодняшней лекции. Ее проведу я, Ирина Владимировна Булгутова, преподаватель Бурятского государственного университета, исследователь бурятской литературы. Гёте в 1827 году сказал: мы вступаем в эру мировой литературы, имея в виду, что культура человеческая, все более сближается, объединяется, и есть общие основания, общие ценности. И с тех пор темпы глобализации, межкультурной коммуникации только усилились, убыстрились. И мы сегодня говорим о литературе небольшого сибирского народа, живущего в Центральной Азии. Чем картина мира, воплощенная на бурятском языке, может быть ценна для современного человека? В эпоху пандемии сейчас мы все очень хорошо понимаем, что происходит с нами процесс переосмысления ценностей, своих установок, потому что живем мы в пластиковый век, когда действия человека наносят непоправимый ущерб окружающей среде. Не случайно сегодня так развивается экологическое движение во всем мире. И живя в этих условиях, если мы обратимся к той модели мира, которая воплощена в бурятской литературе, мы увидим и откроем для себя удивительную гармонию человека и мира природы, встроенность человека в него. Говоря об экологической такой проблематике, нас поразит современного читателя космос в бурятской литературе. Бурятская литература сохранила у своих истоков очень древние представления и архаические элементы культуры. Она сохранила мифологию, ее живой, первозданной функциональности, что ли. И когда прежде всего, наверное, надо знакомство с бурятской литературой начать с жанров народного творчества, с песней, сказок, с благопожеланий, может быть, и тогда нам станут очевидны очень простые вещи. Например, мне очень нравится жанр соло-дудолга, когда хвалу воспевали не человеку, а его коню, описывая его коня, какой интересный, замечательный конь. Или же есть очень интересный жанр песни от лица животных. В сборнике Сергея Петровича Балдаева можно увидеть, как лирические герои от лица собаки, волка, коровы. И такое понимание очень тонкое, неотделимой связи человека от мира живой природы можно здесь увидеть. И если мы обратимся к самой литературе, я всегда привожу пример стихотворения Дандока Улзытуева, посвященное такому обряду или обычаю, что ли, кочевого народа. Стихотворение описывает ситуацию, когда маленький ребенок увязался за матерью на ферму, а мать увидела, что овца отказывается принимать своего новорожденного ягненка. Так бывает. И у человека так бывает, когда материнский инстинкт не сразу срабатывает. И мать маленького Дандока начала петь песню заклинания овцы, уговаривая ее. Но овца все равно не принимала дитя. И тогда маленький ребенок, запомнивший все слова песни, начинает петь эту песню. И глаза белошерстной увлажнились, она приняла своего маленького ягненка, который потянулся к вымени и начал сосать материнское молоко. И мать уже Дандока говорит сыну: ты непременно будешь певцом, непременно будешь певцом. То есть мы видим пример того, как человеческое слово может быть понятно, доступно, но мелодическое слово и животному, на таком очень тонком уровне, бессознательном. И этот же мотив, кстати, того, что человек может понимать язык животных и птиц, очень распространен в бурятском фольклоре. Например, есть такая сказка «70 языков». То есть эта встроенность, что ли, человека в мир природы в фольклоре очень хорошо отражается. В литературоведении выделяется такое понятие, как
архетипические образы. Это универсальные вневременные прообразы. Они реализуются в культуре, литературе разных народов в любые времена. То есть эти архетипы выделяемы у всех народов. Так вот, бурятская литература как раз интересна тем, что в ней очень сильно, очень широко, наверное, как сказать, реализован архетип матери. И вот это можно проследить на уровне массовой культуры, например. Если кто знает бурятские песни, да, тот может знать, какое огромное количество песен у бурят посвящено матери. Это можно проследить в бурятской поэзии. Вот если в творчестве Александра Сергеевича Пушкина ни разу не упоминается, да, вот мы все знаем стихотворение «Няни», а вот там даже слова «мама» нет во всех произведениях. Каждый бурятский поэт считает, ну, как бы, вот для него это естественно, как воздух необходимо написать вот стихотворение, посвященное своей родной матери. И, конечно же, вот реализация этого архетипа матери различна. Вот есть понимание того, что вот природа мать, да, мы говорим, это очень общее место, может быть, для современного человека, но вот эта материнская сущность природы в бурятской литературе можно проследить, например, вот я хочу привести пример произведения Балдына Евжанова, называется оно «Мать-волчица». Мать-волчица, Ихышона, ну, то есть вот уже по-другому моделируется. И сюжет от лица волчицы, пытающейся сохранить свое потомство. Она вступает в конфликт с людьми, те уничтожают ее детей, ее детенышей, и она мстит людям. И в финале повести есть такой момент, когда волчица, выкрав дитя человеческое, возможно, вы этот мотив видели в романе Чингиза Айтматова «Плаха», и мы вот не раз, вот эта история очень похожа на жизнь волков в этом романе, да, и у нас возникал вопрос, но я хочу сказать, что повесть Балдына Евжанова была написана раньше, опубликована на 2-3 года. Потом Балдын Евжанов учился как раз на литературных курсах в Москве, то есть сюжет он рассказывал, ну вот как реализовалось. И там в финале, кстати, отличается трактовка. Волчица крадет человеческое дитя. Но она, да, вот, услышав его плач, его не губит. Плач грудного ли младенца или дикого звереныша одинаково трогателен и беззащитен. Все мы дети земли и солнца, а на заре жизни, так же, как и на закате, эта вселенская связь ощущается особенно сильно. Острой пронзительной болью заныло сердце у волчицы. Она заскулила, заметалась, но детский плач становился все яростнее, переходя в крик, рев, визг. И в ней просыпается материнский инстинкт, она начинает облизывать дитя, да, вот, пытаясь его утешить. И здесь автор, вот если читать бурятский текст, сравнивает человека и животное. И это сравнение не в пользу человека, потому что у зверя на уровне инстинктов срабатывает вот материнство, да, а у человека не всегда. Ну, тут ее, конечно, убивают в финале, да, человек, который мстит ей. Но очень интересная вот такая повесть, где мы видим реализацию материнского архетипа вот, на примере животного, что ли. Мы говорим о том, что человек, существо биологическое, социальное, духовное, да, он представляет собой такое единство. И материнство – это понятие не только биологическое, да, и вот реализацию, наверное, архетипа в его такой социальной ипостаси можно увидеть в повести Нарпола Ачирова «Найденыш». Один читатель бурятской литературы говорил мне о том, что ему интересно в бурятской литературе вот что-то, какие-то очень простые человеческие вещи. Взаимоотношения мужчины и женщины, да, вот, то, что внутри семьи, обряды, обычаи, быт, да, то есть это все национальный характер, да, все такое вот теплое человеческое. И все эти вещи можно увидеть в этой повести «Найденыш», когда мы видим, что бабушка Дыма, она не является биологической матерью этого мальчика, Алзабоя, найденыша, да, в самом имени есть это значение, что он найден ею в степи, но она настоящая мать.
да, она вырастила его, она все время руководствуется его интересами ребенка, да, и вот эта история становления человека, история того, как человек может помочь другому человеку, как бы ему самому не было трудно, да, вот такой самоотверженной материнской любви, она, конечно, в этой повести удивительна. Я вот привела вам два примера именно реализации материнского архетипа, но думаю, что их, конечно же, гораздо больше можно привести, да. И исследователи бурятской литературы, например, говоря об этих же женских образах, говорят о том, что с одной стороны есть вот образ вот такой восточной, элегически покорной женщины, а с другой есть образ очень такой социально активной, деятельной женщины, да, и вот и говорят о том, что вот какие-то черты даже матриархата, они где-то, может быть, на каком-то уровне остались и вот в литературе нашей воплотились. С архетипом матери тесно связан в бурятской литературе архетип дома. Ну, мне, например, очень нравится вот это ощущение дома, это реализация этого архетипа в мировой литературе. Ну, все ее знают в «Одиссее», например, Гомера, да, возвращение, когда он возвращается домой. Или же у Толкиена «Властелине колец», да, вот там дом хоббита, когда мы видим. То есть это образ всем понятный, знакомый, и вот тоже это один из глубинных образов. Но что такое дом для кочевника? Да, вот, ну, это юрта, может быть, как жилище. Но мы знаем, что кочевник всегда местоположение своего жилья менял. Да? Малгайата вегн мане, то есть вот, где шапку положил, там и мое место, а на другой, и потом вслед. Ты переходишь и везде. Откуда у кочевника может быть ощущение дома? Да? И вот между тем в монгольской культуре у бурят такое представление, очень сильное чувство родины, да? Потому что и вот этот символ тонто, когда пуповину твою зарывают, и ты, получается, на таком телесном уровне, что ли, связан с этой землей и должен возвращаться к тонто, месту, где зарыта твоя пуповина, приводит к тому, что бурят своим домом ощущает вот не какое-то ограниченное пространство, там стены неограниченные. Бурят ощущает своим домом вот всю природу родного края, что ли, да, вот, и раздвигается это ощущение. Не случайно вот даже с этим образом пуповины символически могу привести такие примеры. У Лавсана Тавхаева есть стихотворение, посвященное горному озеру. Оно по-бурятски называется Гузен-Нур, Сычук озера. То есть по форме оно напоминает внутренности. И сидя на этом берегу, слушая вздох этого озера, он размышляет о том, что вот по легенде это озеро внизу под толщей земли пуповины своей связано с другим озером. И он приходит к мысли, что человек тоже так же пуповиной своей, может быть, я, поэт, связан со своим родным народом. Да, вот такой вот этот символ перерастает, да, все время на какой-то большой новый уровень и наполняется новым смыслом. Или же вот стихотворение есть Бориса Сыренова, где он видит в котле небосвода россыпь золотых картошечек. И такой теплый домашний космос получается. То есть у бурята вот есть это ощущение природы родного края как дома, космоса как дома. Да? И сегодня, когда мы говорим об экологии, о том, что необходимо людям объединяться, да, вот, сохраняя свою среду, конечно же, эти образы, наверное, нам могут всем помогать. И, на мой взгляд, вот, для человека, который первый раз знакомится с бурятской литературой, счастливое открытие, которое его ждет, это открытие образа космоса. Может быть, начать с того, что, я не знаю, вот с самих названий звезд, да, на бурятском языке, с этого мы начинали. Или же вот с небесного шва, наша галактика Млечный Путь, а бурятское название Тынгарим-Зыдл, небесный шов, да. Откуда знали, вот, что край галактики там, но тем не менее, да, вот с этого можно увидеть. Образы небесных первопредков, да, вот, Буумал, значит, сошедший с небес. Да, вот, и небесные первопредки у бурят это и лебедица, культ, который существует у многих бурятских племен, и бык,
это тоже небесный первопредок, да, который почитается нами. Это, конечно, все как бы космические образы. Но удивителен образ космоса в поэзии Дантока Узатуева. Во-первых, поражает картина, вы знаете, гудящего космоса, который находится в движении. Космос – исток жизни на Земле. То есть, вот, задумываясь о том, откуда все началось, Гузатуев говорит о том, что сама жизнь пришла из космоса. И космос – это место, где душа человека притворяется после смерти. Все мы ищем гармонию. Да? Вот Владимир Иванович Вернадский еще в начале 20 века выдвинул учение о ноосфере, о разумной оболочке планеты, о том, что разум человека и человек – это такая сила, которая способен изменить ландшафт самой планеты, что мы сегодня и видим. И я думаю, что если человечество сегодня объединит усилия, почувствует вот это единство в таком планетарном, космическом масштабе, да, люди могут меняться. И в этом нам всегда, конечно, поможет литература, мировая литература, и в ее составе бурятская.